праздником 75-летия Победы всех жителей Ингушетии и, конечно же, наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, поздравил глава республики Махмуд Али Калиматов. Цитата. Ветераны войны и труженики тыла, уважаемые соотечественники, мы встречаем 75-й победный май. Великая Отечественная война, ставшая для всех народов нашей страны суровым испытанием, навсегда останется в памяти человечества как всемирно-исторический подвиг советского народа. Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, была самой кровопролитной и жестокой в истории. За победу была заплачена неимоверно высокая цена, свыше 27 миллионов человеческих жизней. Трудные годы Великой Отечественной никогда не будут забыты. Эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. День Победы – это святой праздник для каждого жителя нашей республики, как и для всего российского народа. Он является символом вечной славы бойцов Красной Армии и тружеников тыла, свидетельством их мужества и стойкости. Сыны и дочери нашей Ингушетии все как один встали на защиту Родины. Наши соотечественники героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Они достойно участвовали в защите Брестской крепости, в обороне Москвы, Ленинграда и Малгобека, в Сталинградской и Курской битвах. Признанием огромного вклада нашего народа в победу стало присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Более 6,5 тысяч ингушей не вернулись с фронта. Их подвиги долгие годы замалчивались, оставались безвестными, и лишь спустя десятки лет некоторым из них были присвоены звания Героя России. Мы с гордостью называем имена земляков, участников Великой Отечественной войны, прославивших свое Отечество, покрывших себя и свой народ неувидаемой славой. Бессмертные подвиги наших героев Руслана Гудантова, Ширвани Костоева, Ахмеда Мальсагова, Мурада Аздоева и сотен других. Вечная память и благодарность тем, кто остался лежать на полях сражений. Мы навсегда будем помнить наших отцов и дедов, которые сорвали варварские планы фашистов, спасли от гибели нашу страну, принесли свободу народам Европы. Они отдали великой победе свои силы и здоровье, свою молодость и саму жизнь. Их подвиг ничем не измерить. Мы в неоплатном долгу перед нашими дорогими ветеранами и тружениками тыла, которые выстояли в борьбе с ненавистным врагом и победили. Спасибо вам за ратный подвиг и ударный труд в тылу. Честь вам и слава. Мы гордимся вами. Ваша жизнь была и остается примером того, как нужно любить свою родину. Слава о вашем подвиге будет передаваться из поколения в поколение нашим потомкам, воспитывая в них чувство высокой гордости за родину и уважения к вам, людям, сумевшим вынести на своих плечах тягчайшие испытания. Сегодня наш священный долг — сохранить эти славные страницы нашей истории, успешно трудиться и созидать во благо Ингушетии и России. Мы планировали широко отметить День Победы, но жизнь несла свои коррективы в наши планы. Мы столкнулись с новым бедствием — пандемией, охватившей весь мир. Благодаря своей сплоченности наш народ с достоинством преодолевал самые тяжелые невзгоды. Вместе мы выстоим и на этот раз выдержим это испытание и станем еще крепче. От всей души поздравляю ветеранов войны, тружеников тыла и всех жителей Республики Ингушетия с юбилеем, 75-летием Великой Победы. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Махмуд Али Калиматов.